Сыктывкарская Коми-Зырянская епархия отметила четверть века. Именно 6 октября 1995 года решением Священного Синода в республике была открыта своя епархия. Правда, поначалу называлась она иначе – Сыктывкарская и Воркутинская. Само название уже дает понять, что объединяла она православных от юга до Заполярья. Но несколько лет назад произошло разделение паствы на Сыктывкарскую Коми-Зырянскую и отдельно Воркутинскую и Усинскую. Сделано это было намеренно, чтобы усилить работу священнослужителей с прихожанами даже в самых отдаленных населенных пунктах. Елена Кононова продолжит. За четверть века пережито немало приятных моментов, вспоминает владыка. Тогда, 25 лет назад, перед епархией стояла непростая задача – возрождение разрушенных храмов на Коми-земле. На тот момент в республике было всего 10 действующих церквей. С тех пор восстановлено и построено более 300 божьих домов. Для подготовки церковных кадров было открыто духовное училище. За 20 лет она выпустила 300 священнослужителей. Уже на второй год после открытия епархии в Сыктывкаре заложили камень собора святого Стефана Пермского. Осветил его сам патриарх Алексий II. Поздравляю с 25-летием открытия Сыктывкарской епархии в 1995 году, 6 октября, решением Священного Синода, подписью нашего патриарха Алексия II Московской всея Руси. За эти годы построен был храм. Этот храм в основе он освящал первый камень. Строительство кафедрального собора сопровождалось немалыми трудностями и проблемами. Тем не менее, через 5 лет храм был закончен. Сегодня здесь целый комплекс с памятниками, с часовенками, звонницей, в здании которой планируют также возродить духовную православную гимназию для детей. Она в столице уже была когда-то, но сейчас закрыта. За время существования паствы в Коми было канонизировано 44 местных святых, в земле Коми просиявших. И еще одно яркое событие, которое нельзя не вспомнить. В 2011 году в столицу Коми была привезена частичка мощей Стефана Пермского. Она чудом сохранилась в одном из храмов Москвы. Она свидетельствована чеканкой на мощевике, но хранилась у одного полковника в течение многих лет советской власти, до 90-х лет, пока, значит, открывался храм Исталии, и они были переданы в местный московский храм этим полковникам. Между прочим, вот тоже хранились там, где не ожидал никто. Вот мудрая наша все-таки мать-церковь в этом плане, а мы уже построили здесь раку. Сегодня в планах Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии завершить комплекс Стефановского собора, достроить Владимирский храм, переставить входную арку на западную сторону. Так того требует церковный устав. Кроме того, на освящение готовится более 10 храмов в различных селах. Вот такой итог работы за четверть века. Впрочем, формально пастве в Коми гораздо больше лет. Еще в XIV веке здесь была создана первая епархия. Причем основана она была самим святителем Стефаном Пермским. Просуществовала она более 100 лет и была возрождена в конце XX века. Елена Кононова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.